И спас волк воинов, и дал им силу свою и новое имя. И поклонились ему воины, и пошли в походы. Многие народы покорили они, и всех нарекали тем именем. Прошло время, и исчезли великие воины, но сохранилось имя, и поныне те народы зовутся тюркскими. Многие предполагают, что тюрки — это народ. Но если посмотреть на лица, то все они разные. Не стоит искать антропологического сходства между тюркскими народами. Дело в том, что 2500 лет назад на Алтае родилась культура, которую стали называть тюркской. Уходили народы с Алтая в поисках новых земель. У шамана спрашивали, в какую сторону идти. Шаман брал бубен и к духам за советом поднимался. Самому выносливому роду пал жребий идти на север. Духи сказали: в краю белого солнца и вечной мерзлоты станет тот род хранителем несметных богатств. Якутский обряд благословения. Человек, который проводит его, алгыс-чит. Через огонь он обращается к духам и просит у них помощи и удачи. В старину якуты проводили алгыс перед началом любого дела. Сегодня эта традиция возрождается. Якуты верят, что свой дух есть у всего. У поля, леса, реки, дерева. У огня тоже есть, поэтому в костер, что попало, не бросают. Во время обряда в огне сжигают конский волос. Считается, что его запах отпугивает злых духов. Еще кладут оладьи и что-нибудь молочное. Это угощение для высших сил. В начале зимы алгыс-чит просит духов быть благосклонными к людям и животным, помочь всем пережить долгую суровую зиму. Другой на крайнем севере не бывает. Якуты – тюркский народ, который пришел в край вечной мерзлоты в VIII веке. Они мигрировали несколькими волнами с Прибайкалья. Якутами их назвали русские, но сам народ помнит свое древнее имя – Саха. Саха значит белый, солнечный. Наверное, поэтому якуты называют себя детьми белого солнца. История формирования якутского народа хранится в эпосе «Олонхо». Это одно из главных сокровищ Саха. Произведение состоит из 1000 стихов, которые веками передавались из уст в уста. Во все времена были люди, знавшие на память и умевшие рассказывать Олонхо. Их называли аланхасуты. В старину рассказчики заменяли радио, газеты и театр. Аланхасут приходил в село, ему выделяли самый большой балаган, в котором собирались слушатели, и 3 дня он рассказывал истории из древнего эпоса. Сталь, а сталь неустанно гремит. От нагара и дыма солнца белого не видать. Вся земля окутана мглой. Всюду грохот слышен, скрежет и звон.
то кузнец-чародей защитнику среднего мира кует щит, кольчугу и нож. Тюрки одними из первых научились плавить железо и ковать его. Поэтому у всех тюркских народов были хорошие кузнецы. Вероятно, богатые залежи руды стали одной из причин, по которой народ Саха остался в суровых северных краях. Борису Федоровичу Неустроеву 66 лет. Он каждое утро обливается холодной водой, независимо от времени года. А потом идет в кузницу. Он кузнец в 11-м поколении. По паспорту он Борис Неустроев, но вся Якутия зовет его Мандар Ус. Я кузнец с роду, по крови кузнец, поэтому я работаю, выполняю свой долг. В древние времена у тюрков был обычай в знак уважения давать второе имя человеку, который преуспел в каком-либо деле, совершил подвиг, прославился в битве. Мандар в республике Саха – уважаемый человек. Его имя переводится как «мастер узора». Он пешком обошел всю Якутию, собрал уникальную коллекцию национальных орнаментов, описал их в своих книгах. В родном Улусе открыл центр по кузнечному ремеслу. Сам он лучший мастер по изготовлению музыкального инструмента хамуса и, конечно, якутского ножа, одного из символов народа Саха. Якутский нож очень простой, его можно быстро сделать, а без ножа нельзя. Чем копать, лед колоть, защищаться. Без ножа здесь делать нечего, поэтому наши предки так ценили и уважали кузнецов. Якутский нож – это часть культуры народа Саха. В республике у каждого мужчины есть хотя бы один такой нож. Во время национальных праздников его разрешено носить как элемент костюма. Хотя с якутским ножом можно и на охоту отправиться. Лезвие делают из хорошей стали. Например, большие изделия делаются из мягкой стали, а для лезвия мы выбираем высокоуглеродную сталь. Она хорошо закаливается. Такой нож долго остается острым. Лезвие у якутского ножа не больше 25 сантиметров. С одной стороны обязательно сделан дол. Это желоб, у которого много назначений. Одно из них – балансировка оружия. Клинок либо украшают чеканкой, либо просто отшлифовывают. Но обязательно каждый мастер ставит на лезвие свое клеймо. Без должного оформления нож нельзя будет официально продать. Важный момент – заточка лезвия. Саха в этом деле большие мастера. Например, нож Мандара дерево как масло срезает. Для рукоятки чаще всего используют кап. Это нарост на стволе деревьев. Материал очень ценится за свою красоту, долговечность и легкость. С такой рукояткой нож в воде не утонет, а на охоте или рыбалке это очень важно. Кузница Мандара всегда многолюдно и жарко. Постоянно работают помощники, ученики. А зам кузнечного дела мастер обучает быстро. У него даже есть 10-дневный курс. Никакой теории, сразу практика. Есть 3 стадии обучения. Первая – без слов. Человек 90% информации получает с помощью глаз. Поэтому я сначала просто показываю. Вторая стадия называется обучение. Я словами объясняю, что и как делать. А третья – самостоятельная работа. Я только проверяю. По мнению Мандара, лучшим кузнецом можно назвать того мастера, который умеет свою мысль в металле воплощать, музыку из железа извлекать, а еще шаманов к духам провожать. В Олонхо говорится, что кузнец – старший брат шамана. В селе Мандара шаманы давно не рождались, но когда-то здесь жили сильные служители духов. Об этом на окраине поселка напоминает вековое шаманское дерево. Вот это дерево
которую я вам хотел показать, это наши предки-шаманы проводили свой обряд на этом дереве. Здесь забивали скот, забивали. И потом этот скот здесь прямо на этом месте съедали, так? И кожу всю сдирали, и потом обратно сшивали, так? И потом внутреннюю сеном заполняли, и потом вешали на таком суку вешали, да? Она долго-долго стояли, говорят. А потом остается только высохшее такое дерево, да? И это у нас вокруг нашего поселка их было очень много. У шаманского дерева есть несколько отличий. Оно должно быть двуствольным, похожим на лиру. Приветствовались деревья, поврежденные молнией. Считалось, что после удара ветки перенимают энергию стихии. Шаманы приходят к таким деревьям и передают через них свои просьбы духам. Для этого в развилке стволов они устанавливают заговоренную деревянную стрелу. Сделать хамус значит извлечь музыку из железа. А уж мастерски сыграть на нем, признаться в любви родной земле. О своей Якутии Мандар многое может рассказать. Он пешком обошел почти всю республику. Ему открываются многие тайны. Например, он расшифровал более 2000 узоров якутской вышивки. И каждый завиток описал в своих книгах, по которым сейчас школьники изучают традиции своего народа. У якутов особое отношение к детям. До сих пор семьи с достатком берут на воспитание сирот. Саха не кричат на малышей. При этом дети не избалованы. Они уважают старших и чтут традиции. Об истории народа детям рассказывают на уроках краеведения. На таких занятиях воссоздается старинный быт Саха. Поэтому ребята приходят в национальных костюмах. Сегодняшний урок разделен на две части. Первая пройдет около камелька. Так называют традиционную якутскую печку. Сегодня девочки будут учиться печь якутскую лепешку. Блюдо незамысловатое, но символичное. В старину мука была дефицитом, поэтому лепешки пекли редко, по особым случаям. В якутских наслегах сохранились старинные железные решетки, предназначенные специально для этих лепешек. Их ставили поближе к огню, и хлеб готовился за считанные минуты. Вторая часть урока посвящена национальному костюму. В Якутии хорошо сохранились традиции пошива и украшения одежды. У каждого есть хотя бы один якутский наряд. Обычно его надевают во время праздников. Каждая деталь костюма имеет свой сакральный смысл. Ленты на девичьем головном уборе символизируют поводья. Пока девушка не замужем, их держат духи. Они направляют девушку, оберегают ее целомудрие. Во время свадьбы жених срезает ленты, тем самым говоря, что отныне он в ответе за свою избранницу. Не только детали, но и узоры рассказывают о традициях Саха. Вот эти орнаменты Мандарус и собирает по всей Якутии. Каждый ромбик и завиток имеют свой смысл. Например, по краям костюма обязательно вышивают 3 полоски, которые называют изгородями. Они защищают человека от злых духов. Треугольники являются пожеланиями благополучия.
Красота в представлении саха – это то, что напоминает солнце. Например, береста. Березовая кора у многих народов была в почете. Тюрки считали, что она душу исцеляет. Сравнивали ее с солнцем. Якутские шаманы делали из бересты амулеты и обереги. Украшения из березовой коры до сих пор обязательный элемент в девичьем костюме. Но больше всего в якутских нарядах серебряных изделий. На девушке в старину могло быть более 10 килограммов украшений. Так что ювелиры всегда были в почете. Никита Васильев ювелирным делом занимается 15 лет. Больше всего ему нравится работать с драгоценными камнями. Форма и размер камня подсказывают Никите дизайн будущего украшения. Он работает с разными металлами – серебром, золотом. Кстати, золотые изделия якутские мастера стали делать недавно. В старину саха презирали этот металл. Другое дело серебро, которое своим сиянием напоминает солнце. Главное женское украшение – нагрудник – само по себе напоминает небесное светило. В центре круг, а от него лучи расходятся в разные стороны. Число нитей и их длина могут изменяться. Главное, чтобы украшение прикрывало грудь и живот женщины, защищая от сглаза. В старину считалось, что блеск отталкивает дурной взгляд, поэтому женщины прятали под украшения самые уязвимые части тела – голову, грудь, запястья, шею. Украшенная серебром девушка не могла быть некрасивой. Чтобы почувствовать красоту якутского языка, не обязательно его знать. Он красив и в медленном рассказе Алан Хасутов, и в девичьих скороговорках, чебыргах. Чебыргах – народное творчество якутов. В скороговорках девушки высмеивают пьяниц, передают сплетни. В общем, рассказывают о сельской жизни, в которой шутки помогают преодолевать трудности. У тюрков была поговорка: «Где пройдет конь, то будут наши земли». Саха с давних времен сохранили особое отношение к лошадям. Небольшие табуны пасутся в полях. Их можно встретить вдоль дорог. Белая лошадь – один из символов Якутии. В старину лошади для кочевников были жизненно необходимы. На них преодолевались большие расстояния. Они же спасали человека от голода. Табунное коневодство, пожалуй, одно из успешных направлений в животноводстве Якутии. Порода низкорослых мохнатых якутских лошадей отличается особой выносливостью. У них густая шерсть, которая помогает выдерживать трескучие морозы. А сильные ноги позволяют животным даже зимой добывать корм из-под снега. Так что коневоды заготавливают сено только для жеребят. У нас 200 лошадей. Самое сложное – это мороз. Зимой бывает минус 50-60 градусов. Даже взрослым лошадям тяжело искать корм. Разделение табуна – зрелище не для слабонервных. Жеребят отделяют от взрослых лошадей перед началом зимы. Молодняк оставляют в загонах.
Основной табун будет пастись на природе. Суровая правда жизни такова, что именно жеребятина помогает человеку выжить в условиях крайнего севера. Мясо якутской лошади является диетическим. Оно богато микроэлементами, полезно при многих тяжелых заболеваниях, способно выводить из организма холестерин. А жир на четверть состоит из знаменитой полиненасыщенной кислоты омега-3. И все же, несмотря на суровую правду жизни, лошади для якутов остаются священными животными. В Олонхо говорится: «Белую лошадь человеку дали небеса, чтобы она помогала и спасала Саха». Исыах – главный праздник народа Саха. Отмечают его в день летнего солнцестояния. Он символизирует обновление и возрождение природы. Традиции праздника можно узнать из народных танцев. Например, в старину праздник открывал Алгысчит. Он наполнял молочным напитком специальную кумысную чашу – чорон и угощал собравшихся. Исыах в Якутии отмечали всегда, даже в советские времена. После перестройки праздник получил статус национального. Сейчас Исыах проходит с большим размахом. Для него в Якутске даже специальное место оборудовали – Усхатын. Летом вся эта огромная территория заполняется людьми. Со всех улусов сюда съезжаются несколько тысяч человек. Одни из главных участников – барабанщики. Барабаны – это видоизмененные бубны, поэтому считаются священными инструментами. Детская группа барабанщиков известна не только в Якутии. Ребята дают концерты в городах России и за рубежом. Например, недавно побывали в Болгарии. Многие мальчишки первый раз приходили на репетиции просто посмотреть, но потом увлекались и оставались в коллективе. Проне и его друзьям нравится выступать. Первый раз очень волнительно было. Очень волновался, аж потел весь. Потом уже как-то в следующем мероприятии привык, там уже выступать даже уже хотелось, куда-нибудь идти, там развеяться, выступать. С помощью музыки они знакомят зрителей с культурой своего народа. Айхал Мичил! Айхал Мичил! Одним из главных моментов праздника Исыах является совместный хоровод Осуохай. Хороводы обязательно водят вокруг канавязных столбов, символов мирового дерева и оси Вселенной. У этого танца есть сакральный смысл. Взявшись за руки и старый млад, передают друг другу свою энергию, становясь родными по духу. Во время Исааха в единый хоровод собираются все участники праздника, а это несколько тысяч человек. И все вместе воспевают красоту и силу природы.
Якутия – уникальное место. Ни один уголок земли, где живет человек, не имеет столь сурового и контрастного климата. Летом воздух прогревается до 40 градусов тепла, а зимой опускается до 60 градусов мороза. Это самый большой регион России, но почти не освоенный людьми. На долю Якутии приходится 10% дикой природы всего мира. Здесь сохранилась первозданная красота рек, озер, лесов, тундры. Ученые называют Якутию резервом биосферы и легкими планеты. Якутская природа – бесценное богатство, хранить которое по жребию судьбы выпало древнему тюркскому народу саха. То, что касается якутов, да, они действительно оказались в изолированных условиях, потому что там других народов не было. Они были изолированы, и они могли сохранить многое из того, что они сохранили. В частности, тенгрианство, в частности, они сохранили много из обычаев, обрядов, древних обрядов тюрков. Этот домик в лесу – зимовье охотника. Его обязательно ставят около озера или реки, чтобы вода всегда была под рукой. Гаврил Гаврилович Неустроев в этом зимовье проводит для школьников уроки охотоведения. Обряд кормления огня обязателен перед началом охоты. У хозяина леса Баай-Баай-Анай человек просит удачи. Охота в старину являлась одним из главных занятий якутов. Богатая зверем тайга для народа саха стала еще одним поводом остаться в земле вечной мерзлоты. После обряда кормления огня охотники обязательно приходят к священному дереву. Значит, это наше дерево преклонения. И каждый сезон охоты мы постоянно посещаем это дерево. И вот своим прикосновением мы как бы просим защиту у природы. Оно, конечно, отличается от всех остальных. Это самое большое ветвистое с наростами дерево. Общение учеников и учителя в тайге сложно назвать уроком, хотя свои домашние задания существуют. Например, научиться метко стрелять. Как обращаться с огнестрельным оружием, знают все якутские мальчишки. О меткости народов саха легенды ходят. Говорят, якут белки в глаз может попасть. Меткость оттачивается как раз на таких вот занятиях. Мишень устанавливают на расстоянии в 25 метров. Это только кажется, что в оранжевую тарелку попасть очень легко. Но чем дальше от нее отходишь, тем она становится менее заметной. 25 метров для этих мальчишек оказались сущим пустяком. На экзамене расстояние будет гораздо больше, а мишень, возможно, живой. Но сегодня стрельбы больше не будет. Осень. Сезон охоты на глухаря. Гаврил Гаврилович с ребятами отправляется проверить селки. Незнающий человек и не поймет, что вот это сооружение из рогатины и палки – ловушка для мелких зверей и птиц. Поставить селки не так-то просто. Вначале нужно присмотреть место, где проходит звериная тропа. Петлю делают как из тонкой веревки, так и из проволоки. Из металлической нитки селок сделать проще. Материал хорошо держит заданную форму. А вот веревку нужно еще и былинками привязать к травинкам.
Петлю надо так закрепить, чтобы в нее попала голова зверя. Принцип действия селка прост. Жертва, попав в петлю, непроизвольно срывает рычаг. Он взлетает вверх, одно мгновение и все. Дичь добыта. Гаврил Гаврилович с ребятами обошел несколько селков. Они оказались пусты. На одном была порвана петля. Какому-то зверю удалось выиграть битву с охотником. Якуты — настоящие охотники, которые ведут честный поединок со зверем. Поэтому у животного всегда есть шанс спасти свою шкуру, обойти село. Ведь не случайно охотники так тщательно заметают следы вокруг петли. Зверь инстинктивно чувствует опасность, и малейший признак присутствия человека спугнет его. И, наконец, вот он, красавец. Значит, хозяин леса услышал молитву охотника. Гаврил Гаврилович считает, что природа отдала ровно столько добычи, сколько ему требовалось. Эта гармония с природой всегда помогала Саха выживать в краю вечной мерзлоты. Из года в год народ и зима сходятся, чтобы в битве выяснить, кто сильнее. На стороне людей духи, а у зимы все стихии наготове. И хотя природу нельзя победить, человек может выиграть битву. Чтобы отстоять право жить на земле белого солнца. Вечная мерзлота — это не только испытание для людей, это еще и дар природы. Благодаря холоду в земле сохраняются следы прошлых тысячелетий. Например, в Якутии самые большие запасы бивней мамонтов. И неудивительно, что именно якуты стали самыми искусными резчиками по кости. За бивнями надо ехать на север Якутии. Федор Марков в молодости добывал материал сам. Бивень мамонта – ценнейший материал. Хорошо поддается резьбе, шлифовке. Можно вырезать мельчайшие детали. А фактура и цвет кости подсказывают сюжеты. За свою жизнь Федор создал более 700 фигур выставочного класса. Его работы хранятся даже в коллекции принца Филиппа, супруга британской королевы. Мастер объездил полмира, но красивее и богаче своей земли ничего не нашел. Народный фольклор, эпос Олонхо, северная природа, люди — вот источник его вдохновения. Композиции Маркова — это застывшие сцены из жизни. Например, овцы-быки, спасающие своих телят от волков. И понятно, что лишь очень голодный хищник решится атаковать такую неприступную, хотя и живую стену. Образ родной Якутии — это рок изобилия, а все, что в нем хранится, описано в эпосе Олонхо.
У якутов непростая жизнь. Например, в условиях вечной мерзлоты сложно проложить дороги. В некоторые места можно добраться только на вертолете или самолете. Но саха привыкли преодолевать любые трудности. Добыть богатство северной земли под силу людям выносливым, способным выдержать морозы в 50-60 градусов. Молодо – старейший горный участок алмазно-добывающего предприятия Нижнеленское. Обогатительные фабрики стоят на одноименной реке Молодо. И многотонные карьерные грузовики круглосуточно курсируют от берега к заводу. Они перевозят алмазы, вернее грунт, в котором спрятаны драгоценные камни. В этом потоке камней, песка, земли невозможно разглядеть драгоценный блеск. Большая часть рабочих никогда алмазы в природе не видела. У них нет времени разглядывать грунт. Здесь надо быстрее работать, пока погода позволяет, и сверхсилы, когда стихия бушует. Чтобы добыть алмазы, грунт пропускают через несколько стадий очистки. Большая часть производства автоматизирована. Увидеть заветный камушек можно только в конце цикла. В инфракрасных лучах блестит одно из главных богатств Якутии – алмаз. Даже эти черные камушки тоже алмазы, только в рубашках. По статистике, из 1 тонны породы добывают до 5 карат алмазов. Я думаю, что алмазы в каратах – это и есть результат труда, который подсчитан для того, чтобы оценить труд нашего коллектива, не больше. А там дальше уже, что из них делают бриллианты и так далее, это уже занимаются огранщики, занимаются диамантеры. И, значит, это во многом зависит от того, что мужчины покупают и дарят эти бриллианты женщинам. Вот. То есть все это зависит, опять же, вот работают, добывают мужчины, значит, покупают те же мужчины, но для женщин. Алмаз известен человеку на протяжении 5000 лет. На всех языках алмаз означает нерушимый, неодолимый. Это самый твердый минерал. Обработать его можно только с помощью самого же алмаза. Конечно, крупные самородки высоко ценятся, но большая часть камней становится значительно дороже после огранки. Компьютерные технологии позволяют определить, как лучше распилить его. Огранка происходит на алмазном диске, смазанным специальным составом. Длительность процесса зависит от размера камня, его качества. После огранки алмаз превращается в бриллиант. Я думаю, что основное богатство – это не нефть, не газ, и тем более алмазы. Это люди, которые здесь живут,
которые здесь выросли, родились, и те, которые на сегодняшний день здесь работают. Земля Белого Солнца богата на выносливых, мудрых и талантливых людей. И каждый по-своему добывает славу своему народу. Например, семью Атласовых знают далеко за пределами Якутии. Благодаря им туристы узнают древние традиции народа Саха. Якутские оладушки – сакральное блюдо. Их пекут, когда нужно совершить обряд кормления огня. В старину запах оладушков символизировал конец зимы, потому что их пекли, когда семья собиралась переезжать из зимнего дома в летние балаганы. Валентина Атласова оладушки печет почти каждый день. Они нужны, чтобы проводить якутские обряды для туристов. Я помню, моя мама, когда пекла оладушки, обязательно бросала один в огонь, чтобы угостить дух огня. Я сначала не понимала, зачем мама это делает, а потом услышала от шаманки: кормить огонь надо, чтобы он добр к семье был. А сейчас уже сама этот обряд совершаю. Валентина и Василий туристов встречают около арки из прутьев. Такие ворота обычно ставят во время праздника солнцестояния. По правилам, девушки проходят через левую часть ворот, юноши через правую. Таким образом, они заряжаются солнечной энергией. На территории усадьбы несколько сооружений: коновязные столбы, саргэ, зимние и летние балаганы. Так называются традиционные жилища якутов. В одном из балаганов установлен табык. Это самый большой ударный инструмент. Он сделан из шкуры трехгодовалого быка. В него бьют по особым случаям. Айхал в переводе с якутского языка означает «слава». Таким образом, гости прославляют духов. Еще одна арка, похожая на огромного человека. Это небесные ворота Чичипкан. Раньше через такие сооружения проходили охотники и воины, чтобы силу и удачу от духов получить. Сегодня гости, оказываясь под священными воротами, загадывают желания. Дальше гостей приглашают в дом. В комнате справа от входа находится камелек. Это национальная печь. Их до сих пор ставят в летних балаганах. Камелек – священное сооружение. Здесь живет дух огня, который дарит людям тепло и связывает их с духами. Поэтому тюркские народы и в наши дни с почтением относятся к огню. У многих тюркских народов сохранились обряды, связанные с почитанием огня. Например, на родине тюрков, Алтае, кормление огня – обязательный свадебный ритуал. Алтайская свадьба начинается с продажи наряда невесты. Молодого парня наряжают в свадебное платье, чтобы злых духов запутать. В это время сторона жениха рассматривает наряд и решает, за какую цену можно его купить. В этом национальном костюме невеста будет проходить все алтайские обряды. Мы уже купили платье невесты и платье жениха.
Невесту наряжают при всем честном народе. Правда, ее почти не видно. Она скрыта от чужих глаз свадебным покрывалом. За этой занавеской она большую часть свадьбы проведет. Даже жениху не сразу откроется. Обряд кормления огня проходит около печи. Первые дары огню преподносит сторона жениха. Парню доверяют блюдо с приготовленным бараном. Он должен крутить его по часовой стрелке. Это своеобразное благословение будущей семьи. А старший из рода жениха в это время бросает в печь дары – курдючный жир. Главную жертву должна принести невеста. От того, как она проведет обряд, будет зависеть вся дальнейшая жизнь. Ей придется ухитриться покормить огонь, оставаясь за покрывалом. Огонь принял жертву и благословил будущую семью. У алтайцев считается, чем выше пламя, тем счастливее будут жить молодые. Хамус – символ духовности народа Саха. Этот музыкальный инструмент известен более 5000 лет. На нем играют все тюркские народы. Но именно в Якутии музыка хамуса получила статус священный. В семье Атласовых лучше всех на хамусе играет дочь. Она своей музыкой помогает родителям проводить экскурсии. Рассказывать туристам о культуре Саха – это благородная миссия. Но Атласовым хочется сделать что-нибудь и для самого народа. Так родилась идея построить тенгрианский храм. Тенгрианство – древняя вера тюркских народов. Тенгири – создатель мира. В древности его образ связывали с солнечным светом. Может, еще и поэтому Саха называют себя детьми солнца, детьми Тенгири. Старая вера, тенгрианская вера, она имела те же иконы, она имела те же храмы, она имела то же самое внешние, те же атрибуты, очень многие, сходство колоссальное, то есть практически полное сходство. Но потом получило развитие в христианстве, а старообрядчество, старая вера, она стала как бы отходить на второй план, затухать. С виду храм напоминает христианский, в первую очередь наличием креста, однако крест – символ и тенгрианства. В древней вере он был равносторонним, символизировал горизонтальные и вертикальные миры. В точке пересечения живет человек. В храме несколько пределов, символизирующих небесные ярусы и ступени духовного развития человека. По вере Саха, лишь тот, кто сумеет признать себя частью природы, а не поставить выше нее, сможет достичь вершин духовного развития. Повсюду развешаны православные иконы. По мнению якутов, христианство вышло из тенгрианства. Например, главный символ православия – Троица – не что иное, как три духа, отвечающие за этот мир. На второй ветке дерева жизни находится гнездо шаманов, младших братьев-кузнецов. Когда рождается будущий шаман, гром и молния разрывают небо. Звери замирают. Старые мастера начинают шить новый костюм, ковать шаманские обереги, делать бубен. Они знают, что придет время, и эти дары обретут своего хозяина. Шаманизм
древнейшая религия. Она, наверное, появилась вместе с человеком. Обожествление природы, поклонение духам. Главные служители – шаманы. Они являются посредниками между миром духов и людьми. Анатолий Никифоров прошел обряд посвящения в 2000 году. За 11 лет его шаманская сила окрепла. Сейчас он может помочь человеку во многих ситуациях. Шаманы говорят, что люди сегодня далеко отошли от природы. Из-за этого нарушается равновесие 3 душ внутри человека, и в мире появляются неизлечимые болезни. Чтобы восстановить гармонию, шаман отправляется за помощью к верхним и нижним духам. Этот обряд называется камлание, а путешествовать по мирам он может только с помощью бубна, который называют еще крылатым конем шамана. Когда первый раз камлал, интересно было. Разные порталы открываются, другие миры, образы, светлые силы и так далее. Страшно не было. Я с духами с детства на короткой ноге. Камлание – тюркское слово. Кам означает шаман. В начале обряда шаман, подражая голосам зверей и птиц, призывает их, чтобы они сопровождали его, охраняли, указывали дорогу. Старики рассказывают, когда камлает старый шаман, к нему иногда приходят настоящие животные и сидят около него до конца обряда. Береза – особо почитаемое в Якутии дерево. Считается, что натянутая между березами и солома, разноцветные лоскутки, очищает землю от злых духов. Березу сравнивают с хозяйкой земли, Аана Лахчин Хатун, праматерью всего живущего и растущего. Совершать этот обряд могут только женщины. Они просят хозяйку земли помочь народу Саха пережить трудную зиму, чтобы летом все люди съехались в огромный комплекс Ус-Хатын и вместе провели главный обряд на празднике Исеах – встречу солнца. Есть такая культура, которая не до конца еще изучена. Спецпроект телеканала «Мир». Тюрки России. Чувашия. Завтра в 23:05.